Вот вопрос про Медведчука. Дело в том, что, мое личное убеждение, что вам никто не поверит, что вы по-настоящему боретесь с российским влиянием, если положение Медведчука с его бизнес-империей, с его медиа-империей останется таким же вольготным, потому что во многом вину и Порошенко ставили то, что Медведчук почувствовал себя спокойно себя чувствовал все эти годы, а сейчас просто-таки развернулся. Да? Вот какое место вы отводите Медведчуку в будущем Украины? И что вы будете делать с его вот этим медийной атакой на телеканалы? Смотри, вопрос очень сложный, очень сложный. Я могу сказать только то, что планы господина Медведчука приватизировать вопросы контактов с Россией по вопросу обмена. Это заявление мы видели, что может представлять только себя. И так далее. Они останутся планами. Да? Значит, что касается экспансии в медиапространство, я уже говорил неоднократно, еще раз повторю, будем разбираться с этим вопросом. Понятно, что, еще раз, одна из лучших юридических команд в стране. Сам очень сильный юрист, господин Медведчук. То есть надо понять, что мы имеем дело с очень подготовленным, очень сильным соперником. Да? И меньше всего на свете, вот если, скажем, брать зону моих профессиональных интересов и ответственности, я бы хотел, чтобы мы сгоряча приняли какие-то решения, которые потом формальные собственники оспорят в Европейском суде и вернуться сюда полностью реабилитированными. Да. Нужны выверенные решения. Но что касается того, что здесь точно нужно ставить мощную защиту от трансляции сюда дискурсов просто государства-агрессора, это не вызывает никаких сомнений. Что нужно очень четко разбираться с бизнес, так сказать, основой, которая здесь в Украине на самом деле находится, да, с бизнес-основой этой системы пропаганды взглядов государства-агрессора тоже не вызывает никаких сомнений. Поэтому, если кто-то думает, что индульгенция в парламенте это на 5 лет как минимум, то это большое заблуждение, потому что первое, что мы там будем делать, это еще раз отменять, по сути, отменять депутатскую неприкосновенность.